Добрый день, уважаемые участники проектной сессии для директоров общеобразовательных организаций. Мы приветствуем вас сегодня на первой проектной сессии. Уважаемые директора общеобразовательных организаций, для нас очень важно, чтобы на проектной сессии принимали участие директора школ участников проекта. Уважаемые коллеги, мы просим вас зафиксировать свое участие, потому что в рамках проектных сессий, которые будут проходить ежедневно, мы будем решать различные задачи. Сегодня мы даем старт нашей проектной сессии, и мы очень рады, что сегодня вместе с нами Республика Татарстан, и мы предоставляем слово Раилу Римовичу, который представляет Казанский федеральный университет, для того, чтобы сегодня мы с вами включили самую главную нашу результативную задачу. Мы должны с вами понять, какова роль директора, лидера школьной команды. Каким образом директор сегодня должен заявить о себе в образовательной организации, которая демонстрирует низкие образовательные результаты, либо находится в сложных социальных условиях. Коллеги, мы ждем от вас, директора школ, обратной связи. Вы можете задавать вопросы. Наша задача в рамках проектной сессии в течение 4 дней решать те задачи, которые мы с вами обсуждали в рамках предыдущих наших встреч. И 22 числа в рамках последней проектной сессии, коллеги, мы будем ждать вашего подключения с осознанием того, что вы готовы сегодня менять свою профессиональную позицию, осознавать ее и вести за собой школьную команду. Итак, уважаемые коллеги, мы ждем вашего подключения, директора школ, с обозначением, что мы с вами работаем. Там должны подключиться 50 директоров общеобразовательных организаций. С нами работает Мария Анатольевна, Александр Викторович, поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что мы работаем именно с вами. Итак, уважаемые коллеги, Раил Римович, мы вас приветствуем, благодарим, что вы подключаетесь к нашей проектной сессии, и нам очень важно, что вы ее открываете. Раил Римович, вам слово. Республика Коми вас приветствует. Спасибо. Добрый вечер. Меня хорошо слышно? Прекрасно. Добрый вечер. Сам МСС. Меня зовут Раил Римович Кусамов. Наша встреча, она связана с такими достаточно необычными житейскими перипетиями. В прошлом году выходила на связь вот как раз Марина Анатольевна по поводу возможности участия вот в каком-то примерно таком же мероприятии. И в прошлом году я в этом мероприятии участвовал немного заочно. То есть отправляли мы какой-то материал, но вот лично не получилось. В этот раз вот у нас такая встреча получилась. Коротко расскажу, о чем будет идти речь, ну и потом предоставлю вот тот материал, который, возможно, будет кому-то интересен. В настоящее время я работаю и представляю Казанский федеральный университет. Но вот в прошлом году я также работал в Институте развития образования Республики Татарстан. И институтом была проведена достаточно интересная большая работа по, соответственно, вот государственной программе по поддержке школ с низкими результатами и школах, находящихся в сложных социальных условиях. Я был руководителем отдела развития профессиональных и личностных компетенций. И вот мы с коллегами старались осуществить некоторые, на наш взгляд, любопытные и полезные мероприятия, среди которых как раз и было одно из мероприятий, было проведение стратегической сессии для руководителей общеобразовательных организаций. Это мероприятие, оно было не единственным, оно было одним из
комплекса мероприятий, который проводил в том числе вот наш отдел. Я просто перечислю, чтобы просто было понятно, о чем, собственно говоря, шла речь. Так вот, были проведены тренинги диагностиками с директорами школ. После этого эти директора школ, мы им дали определенный, так скажем, информационный посыл, что с ними будет дальше происходить по поводу стратегической сессии. И после проведения уже стратегической сессии с ними была проведена еще программа повышения квалификации краткосрочная, и они написали проектные работы, то есть это такая вот общая канва шла, и в завершении они сделали проектное решение по выводу или попытке вывести свои образовательные организации на траекторию устойчивого развития. Я сейчас представлю презентацию, и я думаю, там уже будет более-менее понятно. Вначале, если получится такой короткий ролик, с вашего позволения, а потом уже будет сама презентация. Если мне позволят здесь технические средства, я, пожалуй, сейчас вот начну. Буквально несколько минут, и мы с вами сейчас это увидим. К сожалению, видеозарисовка, она по каким-то причинам не пошла, но вот презентация сейчас загружается. Сейчас я начну вам рассказывать. Что касается формата нашего взаимодействия, я постараюсь ответить на любые вопросы, какие могут быть, поэтому, пожалуйста, пишите здесь в чате. Эти вопросы можно сразу же задавать и во время изложения, ну и, соответственно, и в конце нашего обсуждения. Пожалуйста, то есть различные форматы здесь приветствуются. Презентация загрузилась. Всем ли ее видно хорошо? Коллеги, слышно меня? Видно вам презентацию? Прекрасно, видно. Я приступаю. Итак, стратегические форсайт-сессии для руководителей образовательных организаций. Это вот, тот опыт, я старался здесь представить тот опыт по прошлому году, который мы делали с руководителем образовательных организаций. Мы постараемся с вами обсудить 3 вопроса, 3 части. Первое – это форсайт, что это такое общие сведения. Вторая часть – это будет рекомендация по управлению рисками анализируемого объекта, то есть наших образовательных организаций. И третье – это программа проведения стратегической сессии для директоров школ, которую, собственно говоря, я и проводил с своими коллегами в сентябре прошлого года. Так, первая часть. Я постараюсь, сейчас немного поясню. То есть вначале я раскрою такие теоретические вещи, то есть что же заложено вот в этой стратегической сессии, то есть что мы в этом добивались. И от этого общего перейду уже к частному, то есть к этому третьему вопросу, собственно, что мы делали с директорами. Понятно логика? Итак, форсайт
общие сведения. Ну, в соответствии вот с нашими нормативными источниками, здесь источник показан, Foresight – это метод прогнозирования, который основан на анализе состояния и тенденций, возможно, научного, технического, технологического, то есть такое общее определение. Далее. Foresight позволяет сформировать приоритеты, мобилизовать большое количество участников для достижения качественного новых результатов в очень широком смысле, в широких отраслях, сферах знаний. По результатам создаются дорожные карты для отдельных объектов, субъектов, ну и так далее. Далее, есть достаточно любопытный материал, где здесь представил источник. Это агентство стратегических инициатив. Я думаю, слышали эту организацию, достаточно интересная она. Так вот, если кому-то интересна более подробная информация, на этом сайте это представлено. Я буду ссылаться на этот сайт, поскольку они достигли достаточно интересных результатов. Так вот, Foresight – это социальная технология, такой формат коммуникации, который позволяет участникам договариваться по поводу образа будущего, а также, определив желаемый образ будущего, договориться о действии в его контексте. На мой взгляд, достаточно любопытное, интересное такое определение. Далее. Foresight как способ мышления. Он предусматривает нашу деятельность, мы рассматриваем наше будущее состояние с точки зрения сегодняшнего, через, соответственно, точки приложения определенных усилий. Мне вот такая точка зрения импонирует, мне нравится, то есть близка к моей, поэтому я вот тоже ее здесь привел. Далее. Foresight как способ мышления. То есть в данном случае есть разные подходы, здесь вот они представлены. И вот отличительной особенностью Foresight является то, что это не просто прогнозирование, да, это еще попытка нахождения тех решений, стратегических решений, которые могут приблизить тот образ будущего, который нам нужен. То есть какой-то целевой ориентир. В этом смысл этого Foresight. Далее. Foresight как технология предусматривает такой способ организации групповой работы, который включает определенные процедуры. Конечно, они не строгие, не формализованные. То есть каждая организация может в рамках достаточно вот этого поля этой технологии использовать ее и давать какие-то определенные результаты. Продуктом этого метода Foresight технологии является какой-то конкретный документ. Это может быть прогноз, либо прогнозное поле, то есть не один прогноз, а несколько. Дорожная карта, то есть какие-то мероприятия, которые должны становиться руководством для принятия каких-то решений. Далее. Форсайтов может быть очень много. То есть есть глобальное, менее глобальное, региональное, национальное. Нам интересен, конечно, вот, собственно говоря, образовательный форсайт, он тоже такой здесь присутствует. Базовые принципы здесь представлены на слайде. То есть будущее вариативно, то есть оно зависит от решений процессов, от участников процессов. Будущее нельзя предсказать достоверно, потому что оно может быть измениться. Ну и, соответственно, будущее зависит от наших усилий. Достаточно тривиальные вещи, но все-таки нужно иметь их в виду, чтобы понимать то, о чем я буду говорить дальше. Методы, используемые в Foresight, они достаточно вот известны. Это метод Дельфи, соответственно, разнообразные, тоже никакие не фантастические, а известные методы. Тот же SWOT-анализ, мозговой штурм, фасилитация, ну и так далее, и так далее. Особенностью этого метода является анализ большого объема данных для того, чтобы увидеть какие-то закономерности, а также формирование определенных фокус-групп. То есть сложно сделать Foresight сессию с количеством участников более 100. Фантастическое количество. Конечно, намного меньше. Это может быть и 25 человек. Если хорошо подготовиться, можно, конечно, сделать 40.
Но мы вот делали на уровне 25 человек. У нас была группа, вернее, участников больше, мы разделили их на части. И вот примерно 25 человек было в каждой группе, в которой мы проводили стратегическую сессию. Далее. Определенные рекомендации по управлению рисками. С точки зрения рисков, это достаточно сложная тема. Я здесь не буду много об этом говорить. Если в этом есть необходимость, об этом можно говорить отдельно или, так скажем, в другой раз. Мы тоже занимались этими вопросами, и я, скажем, скромно могу сказать о себе, что занимаюсь этими вопросами давно. Здесь я представлю только очень короткие такие рекомендации, чтобы вы потом с пониманием этого подошли к тому, что, собственно, мы сделали на стратегической сессии. Так вот, рекомендации следующие. Первое. Следует сформировать определенную классификацию рисков, так скажем, тех угроз, которые стоят перед организацией. Есть разные варианты. Знаете, это может быть связано для городских школ. Есть такое понятие, знаете, вот внутривидовая конкуренция. Бывает такой пятачок, то есть на территории очень небольшого микрорайона может быть 3, 4, 5 школ, которые конкурируют за контингент. Это, подчеркиваю, может быть для городских школ. Бывает для сельских школ, то есть укрупнение с точки зрения оптимизации, и детей возят автобусами в школу, и в рамках этого здесь несколько другая ситуация может быть. Так вот, все это совокупность рисков следует охарактеризовать и разделить на две большие части. То есть те риски, те ситуации, которые мы можем управлять, и те риски, которые мы не можем, и к ним следует адаптироваться, то есть приспосабливаться. Это первое. Нехитрая рекомендация. Вторая. Процесс управления рисками, вот он находится вот в такой простой технологии. То есть есть у нас стратегические цели, диагностика рисков, она делится на анализ рисков, идентификация, описание. И после этого делается отчет, и после этого вот происходит мониторинг результатов. Рекомендация вторая. Определить ключевые риски, так скажем, достаточно серьезные, которые повлияют на те результаты, те показатели, которые требуют и управления образованием, соответственно, ставят задачу Министерства образования. Так вот, наиболее важно здесь найти простые показатели, то есть индикаторы ключевых рисков объекта. Конечно, достаточно простые вещи. Многие знают, что есть простейшие критерии. Главными среди них являются показатели сдачи государственных экзаменов. Если эти показатели достаточно серьезные, да, то, соответственно, школа в никакую категорию школ с низкими результатами не попадает. Но не всем школам везет. Знаете, есть, условно скажем, старые советские школы определенной подготовки, языковой, физико-математической подготовки, которые могут себе позволить выбор своего контингента обучающихся. То есть они отбирают, к ним приходят одни из лучших. И, конечно, в этих условиях показать результат можно достаточно серьезно. Другое дело сельская школа, малокомплектная школа, в рамках которой вот какие есть дети, они живут в ближайшем населенном пункте или в ближайших населенных пунктах, вот они должны давать определенный результат. Достигается это, конечно, вот достаточно сложно. И некоторые категории могут быть и получить тот результат, высокие, я имею в виду, которые требуются, представляют больших усилий с точки зрения педагогического коллектива образовательной организации. Вот здесь идет об этом речь. Я имею в виду, если говорить более конкретным языком. Третья рекомендация – это мониторинг. Дело в том, что мониторинг осуществляют практически везде, в том числе управление образованием, при помощи своих показателей. Здесь предполагается вот внутренний мониторинг,
Ну, по-разному может называться, и во многих организациях это уже давно осуществляется. Это внутришкольный контроль качества и так далее. Можно по-разному это называть. Я здесь не пропагандирую создавать что-то новое. Просто расставить акценты на тех задачах, которые стоят перед директором школы. Четвертая рекомендация. Она может показаться немного необычной. И дело в том, что и в самом начале я говорил, есть такое понятие допустимые остаточные риски. Допустимый риск – это приемлемый уровень отклонения от какой-то поставленной цели. А остаточный риск – это риск, который остается после принятия любых решений с точки зрения уменьшения риска. Мы с вами, как руководители, должны прекрасно понимать, что бы мы ни делали, всегда остается место каким-то форс-мажорным обстоятельствам, каким-то достаточно сложным, тяжелым моментом в жизни. Каждый руководитель, директор школы сталкивался с такими достаточно сложными ситуациями в своей жизни, а именно могло бы произойти, например, люди увольняются перед 1 сентября, либо, например, вот сложная ситуация, невозможно найти, например, математика, или, например, может быть, там, химика, вот достаточной компетенции, или, может, даже не вообще компетенции, а вообще вот его найти нужно, чтобы, собственно говоря, он полностью вел нагрузку. И масса других достаточно сложных ситуаций, я имею в виду с точки зрения кадровых рисков. Так вот, здесь по опыту предлагается достаточно простое правило, что вот этот остаточный риск, он должен быть в пределах допустимых границ. То есть вот этот остаточный риск, он должен быть меньше допустимых значений. То есть входить в это поле допустимое. Все это вместе вот может лежать вот в такой платформе. Может быть, она достаточно сложная для восприятия, кажется. Ну, цель такова вот этого алгоритма проверить, насколько риски приемлемы, ну и, соответственно, вот принять для себя какое-то командирское решение с точки зрения, вот, принимаем мы это решение, либо от него отказываемся. По завершении вот такая картинка. Любая картинка, она нам дает возможность иллюстрировать то, что я рассказал об этом. Так вот, до управления вот такой системой, рисками или стратегическими рисками, субъект управления мы с вами видим, да, вот он принимает определенные решения, постановку задачи, объект выполнения, объект управления это выполняет стратегию, соответственно, формирует нам отчеты, причины таких отклонений. Если с системой такой мы работаем, и мы ее внедряем, то, соответственно, вот объем таких рисков мы можем уменьшить за счет того, что вот мы могли сделать то, что я говорил немного выше. На этом вот краткое такое теоретическое введение я заканчиваю и перехожу, собственно говоря, дальше. Программа как раз проведения стратегической сессии для директоров школ. То, что мы делаем. Основные этапы такой стратегической сессии. 4 этапа. Первый этап – это роль образовательной организации в системе образования района или города, в зависимости от местонахождения, локализации образовательной организации. Второй этап – это стратегический анализ образовательной организации. Третий этап – это анализ и выбор стратегии образовательной организации. Четвертый этап – это готовность образовательной организации к стратегическим изменениям. Вот это 4 основных этапа. Теперь более подробно, что означает каждый этап. На первом этапе, вначале мы проводили такой информационный инструктаж, то есть зачем мы проводим такую стратегическую сессию, в чем ее смысл, то есть какой будет конечный результат. Многих, конечно, директоров вызывало определенное сомнение, поскольку неоднократно с ним уже проводилось разнообразные мероприятия, поэтому такой достаточно реалистичный скепсис, он всегда существует. Ну, надо объяснять людям, зачем все это происходит.
Вот на этом этапе проводилась индивидуальная работа, и каждый участник должен был ответить на определенный перечень вопросов, посвященных целям, задачам образовательной организации. И результатом должен был быть такой особый продукт, как я его назвал, такой портрет-образ образовательной организации, как уникального объекта в системе взаимосвязи с ключевыми субъектами управления образования либо района, либо города. Я здесь объединяю, либо это сельская школа, либо, соответственно, городская, и другими образовательными организациями района или города. Времени у меня достаточно немного, но я в качестве иллюстрации хочу показать, что они делали и что, в принципе, можно делать и у вас. Это вот, может, плохо видно, вот сам вот этот листок. Видно его, да? Это вот такой трафарет, в рамках которого и слушатели заполняли. Они отвечали на вопросы, зачем существует организация, в чем смысл, что ждет район, город от организации. Есть очень разные образовательные организации. Мы работали в том числе, например, вот с кадетскими школами, да, в рамках которой у них на очень высоком уровне поставлена патриотическая деятельность, да, и патриотическое воспитание детей. И подразумевается и ставится задача, что определенная часть выпускников пойдет в военное училище или продолжит свое образование. Это не обязательно, но подразумевается, что это все-таки подготовка кадров и вот для такой военной стези. То есть вот это достаточно такой, с одной стороны, и простой документ, но с другой стороны заставляет задуматься директоров, зачем существует у организации, какие перед ними стоят стратегические задачи. Говоря языком стратегического менеджмента, здесь фактически отражается, я думаю, вы слышали, коллеги, и для вас это не является новым, такое понятие называется миссия, миссия организации, в котором мы формируем образ, что же, собственно говоря, ждет общество от образовательной организации, какие перед ней есть стоят задачи. Задачи могут быть очень разные. Малокомплектная школа – это одно. Может быть, школа городская – это может быть второе. Кадетская школа – это может быть третье. Школ достаточно много. И в этом плане, конечно, каждая школа – это уникальная организация. Уникальная, потому что там есть свой педагогический коллектив, есть определенные свои традиции, есть определенный сплав материальной базы учеников, учителей, тех партнеров школы, которые существуют, которые помогают в тех или иных вопросах. Есть районы, так скажем, связанные с каким-то определенным бизнесом, нефтяники, может быть, это лесное хозяйство, может быть, это промышленность. То есть у каждой школы есть определенные свои какие-то преимущества, небольшие, но в чем-то они всегда есть. Есть, конечно, и сложности, проблемы, но и есть определенные точки, в рамках которого можно определенные найти точки роста, забегая чуть-чуть вперед, и мы их так назвали. Так вот, первый этап, он такой достаточно вводный, вызывал достаточно много вопросов, но благополучно он заканчивался. Фактически это была такая самооценка. Каждый директор писал видение своей школы. Для многих это было определенным таким психологическим барьером. Некоторые директора достаточно быстро, мне пишут, пропал звук. Есть звук? Меня слышно? Ну, возможно, коллеги. Так вот, это первый этап. Хорошо, звук есть. Второй этап. Также мы проводили здесь небольшой инструктаж, то есть вводную относительно методов стратегического анализа. Это классический, конечно, есть анализ, но есть и масса других
Здесь можно было достаточно широко использовать все виды стратегического анализа, но классический, конечно, это SWOT-анализ. Каждый участник здесь также должен был определить сильные, слабые стороны своей организации, возможности и угрозы внешней среды. И результатом этого была классическая таблица SWOT-анализ, которая включает в себя результаты всего проведенного стратегического анализа. Особенностью данного этапа являлась попытка формализовать все факторы, влияющие на работу данной образовательной организации. Мы использовали вот такой формат. Вот тоже вот такая вот табличная форма. Кому было тяжело в табличной форме, мы предлагали и в такой простой описательной манере можно отметить, формализовать все факторы, которые влияют на работу образовательной организации. Что мешает, что помогает, какие внешние условия способствуют или, наоборот, препятствуют достижению тех поставленных целей перед школой, находящейся в сложной ситуации или имеющей низкие результаты. Это тоже достаточно такой трудоемкий, кропотливый этап, поскольку каждый здесь задумывался и пытался, скажем, систематизировать все эти направления своей деятельности. И в рамках этого было любопытно наблюдать. Дело в том, что это же происходит в группе, да, у каждого очень близкие проблемы. Кто-то пишет, обсуждает. В рамках этого осуществляется такое горизонтальное взаимодействие. Директора общаются, спрашивают, у тебя какие существуют проблемы, и каким-то образом их ты решаешь. Конечно, здесь масса вопросов, в первую очередь, связаны, конечно, с финансированием, но это не единственная проблема. Есть и кадровые риски, ну и материальная база многих школ, попадающих в эту категорию, уже оставляет желать лучшего. Проще говоря, достаточно много у каждой проблем, но можно найти что-то очень близкое. И в рамках этого вот это горизонтальное взаимодействие, оно очень ценно. И вот, как показал опыт, она дает определенный результат. Так вот, особенностью этого этапа, второго, является формализация всех тех факторов, которые влияют на работу образовательной организации. Далее. Итоги первого и второго этапа. Здесь происходит небольшая групповая работа, в рамках которой обсуждается, сначала объясняется, зачем мы это делаем, потом они осуществляют, представляют полученный результат группы, находят общие различия в полученных аналитических документах. И итогом является расширение профессионального кругозора руководителей в области стратегического менеджмента, ну и в частности стратегического анализа. Не секрет, что многие руководители, так скажем, прекрасно эту работу знают, но иногда доверяют это кому-то сделать. В данном случае ему нет возможности уйти с этого корабля, они все плывут в этой одной лодке стратегической сессии, и поэтому они сами создают, собственно говоря, вот тот продукт, стратегический анализ, который они делают по своей организации. Важным необходимым условием для того, чтобы эта вот работа была хорошо проведена, конечно, нужна подготовительная часть, чтобы вот на столах у директоров лежал достаточно серьезный аналитический материал, посвященный работе своих образовательных организаций. Либо это может быть итоговые документы, может быть еще, чтобы вся эта информация была под рукой, либо в электронной форме, либо вот в бумажных носителях. У нас было на бумажных носителях для того, чтобы люди могли свободно пользоваться. Но многие директора на память все прекрасно помнили, поэтому не обращались за вот этими большими аналитическими материалами, которые были предоставлены. То есть ими можно было пользоваться свободно для того, чтобы получить какой-то положительный результат. Это вот такая большая работа, она завершается вот в данном случае вот определенный перерыв.
Идем дальше. Третий этап, он отличается тем, что это наиболее креативный, творческий этап. Здесь, конечно, нужно ломать голову. Так вот, вначале мы объясняем, проводим такой информационный инструктаж с точки зрения того, что здесь они делают определенный эскиз проекта перехода образовательной организации в режим эффективного функционирования, как стратегическая инициатива. То есть это означает, что нельзя сдвинуть корабль, движешься с определенной скоростью в течение одного дня. Это нереально. То есть любая система, в том числе образовательная организация, она инерционна. Но изменить организацию можно в течение определенного выполнения определенной стратегии, то есть определенного периода времени. И поэтому в данном случае каждый участник описывает несколько возможных стратегий. Некоторые стараются, используя свои личные устремления, измениться, например, за 1 год. Пишут стратегию годичную, 2-годичную, 3-годичную. Я спокойно к этим вещам отношусь, потому что здесь мы предлагаем определенный алгоритм авторский, как это можно отработать, сравнить все стратегии краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, с учетом ресурсной базы, в которой они делают самооценку. И, в принципе, это возможно сделать. Через некоторое время они понимают, что есть определенная золотая середина, у каждого своя. Это происходит в рамках, сейчас покажу этот документ. У нас 3-я таблица. Может быть, не совсем видно ее будет, но смысл ее такой. Вот такой вот алгоритм оценки, в рамках которого они могут отработать. Я предлагал 3 стратегии, хотя на самом деле можно сделать достаточно много. 6, 7, 8. Как правило, время ограничено, поэтому я предлагал только 3 стратегии, а потом уже в рамках этого алгоритма мы оценивали те стратегии, которые они отрабатывают, и выбирали наиболее приемлемую. Так вот, результатом индивидуальной работы каждого является выбор стратегического решения из нескольких альтернативных решений. В процессе вот этой работы многие начинают серьезно задумываться, что решить вопросы, стоящие перед ними, достаточно сложно за достаточно простой короткий промежуток времени. И нужно выстраивать определенную стратегию, то есть комплекс мероприятий, которые позволят, например, решить ближайшие мероприятия следующего года, поставить более-менее конкретную цель, в рамках которой можно уже продвигаться к дальнейшим высотам. Это был 3-й этап. Подчеркиваю, наиболее креативный, вызывал большие дискуссии, споры. То есть, это было посвящено уже таким конкретным решениям, которые можно сделать внутри образовательной организации. 4-й этап. Традиционный инструктаж короткий по поводу готовности организации к стратегическим изменениям. На 4-м этапе также проводится индивидуальная работа, то есть каждый начинает задумываться и оформляет вот такой пример вот такой таблицы, либо, соответственно, вот в такой форме оформляется видение каждого директора по поводу готовности в организации вот той разработанной стратегии к тому варианту, к которому он пришел. В данном случае определяются, это называют драйверы, то есть очень яркие, сильные какие-то особенности работы этой организации, как точки стратегического роста данной организации. Несмотря на то, что организации, которые мы рассматриваем, школы с низкими результатами, это не означает, что у школы нет каких-то своих достижений. У многих школах есть, и очень многие. Это может быть спортивные мероприятия, это может быть каких-то олимпиадных, может быть не во всех олимпиадах, а может быть только вот какая-то одна предметная олимпиада, и может быть еще какие-то вещи. То есть есть в школе любой то, за что можно зацепиться, что может являться на языке вот
стратегического менеджмента драйвером развития этой организации. И вот эту сильную сторону, ее нужно наращивать и накачивать, давать возможность и усиливать. И внимание директора должно быть приоритетно здесь, чтобы вытягивать все остальное. Не секрет, что в любой организации, в том числе в образовательной организации, действует принцип Парето. Я думаю, все прекрасно знаете его. Более простым языком называется принцип 20/80. Этот принцип означает, что 20 элементов любой системы, они несут на себе 80% всей функциональной нагрузки. Более простым языком это означает, что есть небольшая команда, как правило, под руководством директора, которая просто вытягивает всю школу. То есть это такие вот люди-пахари, которые просто несут на себе вот этот огромный функционал. С большим трудом каждый год они это выдерживают, ну и потом, соответственно, вот, как говорят директора, приходит очередное, допустим, письмо об участии в каком-то конкурсе, либо, соответственно, вот конференции или еще каких-то других мероприятий. Писем, конечно, приходит достаточно много. И, как правило, директор, он всегда вспоминает именно о тех людях, которые до этого в таких конкурсах участвовали, либо в мероприятиях. Почему? Потому что он справлялся и до этого. Значит, справиться с такими же вещами аналогичными. Так вот, готовность организации к стратегическим изменениям – это достаточно важная часть. Почему? Потому что мало просто придумать стратегию. Это только часть задачи. Да? Это как рецепт. Есть рецепт блюда, от него толку мало. Должен кто-то это блюдо подготовить. Так вот, собственно говоря, и здесь же. В данном случае руководитель пытается сформировать, и результатом этого этапа является таблица, которая содержит план мероприятий по обеспечению таких стратегических условий перехода образовательной организации в режим эффективного функционирования. То есть фактически на 4-м этапе происходит вот попытка переложения вот той стратегии, которая была выработана на 3-м этапе, какой-то комплекс мероприятий, способствующих достижению такой цели. Далее. В итоге 3-го и 4-го этапа это групповая работа, рефлексия, наша традиционная, в рамках которой тоже мы объясняем формат нашего обсуждения, зачем мы это делаем. Так вот, по результатам стратегической сессии участники обсуждают вот сам процесс получения разработанных стратегических решений. Достаточно короткий промежуток времени получается несколько важных, скажем, небольших по объему документов, которые структурируют и дают возможность вот директору получить определенные такие кристаллы понимания того, что дальше делать. Не просто вот опять очередной раз его грузят, говорят о том, что им нужно сделать, а получить определенную достаточно структурированную информацию, каким образом можно выстроить эту работу. Так вот, итогом такой стратегической сессии является, во-первых, развитие стратегического мышления руководителей. То есть одно дело, вот он почитает книгу, либо вот прослушает лекцию. Другое дело, он сам своими руками понимает, что вот он здесь за 2 часа отработал и провел стратегический анализ своей организации. Что ему мешает, что ему помогает. После этого он отработал миссию, то есть он ее уточнил, сравнил с коллегами, что-то аналогичное мероприятие. После этого он в рамках алгоритма определил определенную стратегию, и мы им объясняем, что эта стратегия не является единственной верной. То есть должна быть как одна стратегия базовая, может быть несколько, так скажем, второстепенных стратегий, в которых можно вернуться в случае изменения условий внутренних или внешних, что, собственно говоря, тоже является частью жизни, стратегической жизни организации. Так вот, также проект стратегического решения, который он может
вот прямо вот забрать его и пойти к себе, соответственно, в образовательную организацию и показать, сделать аналогичное мероприятие, сделать мозговой штурм со своей управленческой командой и вот довести этот продукт уже до последнего реального мероприятия. Что нужно делать в каждой организации уже конкретно. По отзывам директоров, многие для себя увидели, ну, по крайней мере, сам алгоритм действий, то есть что он может сделать у себя, каким образом может выстроить вот организационно такую работу, и потом уже довести ее до нужной кондиции. Таким образом, вот стратегическая сессия, которую мы проводили, она получила положительные отклики. По крайней мере, тот результат, который они получили, они были достаточно довольны тем, что то, что мы с ними сделали, я имею в виду то, что вместе сделали. Я с самого начала говорил, что всю работу будете делать вы сами. Наша задача просто организовать сам процесс разработки вот такого стратегического решения. Сам формат такой стратегической сессии, он был также отработан в несколько другой плоскости. Аналогичные мероприятия я проводил и с государственными служащими на муниципальном уровне. И поэтому вот этот формат, он, так скажем, более или менее рабочий. То есть я вижу в нем такой реальный продукт, который дает результат. Конечно, это самонадеянно говорить, что он какой-то выдающийся или что-то еще. Нет, конечно. Но с другой стороны, он рабочий, и он дает возможность директорам немножко вот оторваться от рутины, да, немножко с высоты птичьего полета посмотреть на работу своей организации. Самое главное, вот увидеть на уровне горизонтальных связей друг с другом, как и кто это решает. И не на уровне просто вот встречи, привет, привет, как дела, а на уровне вот реальной работы. Локоть к локтю, прям вот они сидят, работают, стараются найти какие-то решения, и эти решения, они вот таким образом, ну, потом уже реализуются в жизни. Я буду завершать, как любое другое действие, его надо завершать правильно, поэтому у меня будет вопрос. Что вы узнали, уважаемые коллеги, что вам казалось интересным? Пожалуйста, в чате я готов услышать ваши реплики. Пожалуйста. Уважаемый Раил Римович, мы вас благодарим. Уважаемые директора общеобразовательных организаций, мы просим вас в чате ответить на вопросы нашего эксперта. А также напоминаю, что у нас работает интерактивная панель, на которой вы тоже можете продолжить наше общение. Уважаемые коллеги, директора общеобразовательных организаций, участники проекта «Эффективная школа». Очень интересная, вот коллеги пишут, информация. Я прошу вас рассмотреть данную технологию для формирования школьной команды, которая будет принимать участие в разработке программы «Эффективная школа». Сегодня мы с вами, уважаемые коллеги, уже говорили. Наша задача – сформировать программы, которые будут направлены на изменение статуса вашей образовательной организации. Поэтому сегодня Раил Римович в рамках первой проектной сессии обозначил, что именно такие стратегические сессии, форсайт-сессии необходимо проводить, и технологию, которая вам предложена, можно использовать именно в процессе подготовки программы перевода школы в эффективный режим функционирования. Как раз было точно обозначено, что, конечно, может сесть директор, завуч и создать данную программу. Нет, коллеги, мы не случайно говорим
о том, что должна быть командная работа, и в ней должны участвовать коллеги, педагоги, социальные работники, психологи вашей организации. Родительские комитеты, наверное, тоже могут, Раил Римович, в дальнейшем принять участие в формировании программ перевода школ. Поэтому, уважаемые коллеги, это очень интересная технология, которая может применяться, и необходимо ее применить на уровне образовательной организации. Коллеги, к большому сожалению, наши очные курсы повышения квалификации для директоров мы не можем провести в очном режиме, они были запланированы у нас в апреле, но данный семинар, он дает возможность сегодня осознать, что технологии существуют. В рамках уже сентябрьских курсов мы тоже проработаем данную технологию для решения других задач. Но сегодня мы очень благодарны Раилу Римовичу, который представил вам технологические решения для формирования именно программ повышения вашей эффективности. Поэтому, уважаемые коллеги, да, я вижу, Раил Римович, наши коллеги задают вопросы, вас благодарят. Поэтому мы надеемся, что... Да, еще вопросы. Поэтому мы надеемся, коллеги, что данная первая проектная сессия была для вас и информативно, полезно, и профессионально. Вы выстроите данный материал с точки зрения уже решения наших профессиональных задач правильно. Коллеги, был вопрос, да, Раил Римович, вопрос? У нас вопросы, коллеги. Угу. Сессия. Разработки, задания и эффекты. Угу. Раил Римович, можете ответить на вопросы? Можете поделиться разработками, проведения, заданиями? Или здесь, может быть, это на уровне организации определено? Я не совсем понял вопрос. На что я должен ответить? Вот у нас вопросов, у нас в разделе «Вопросы» на верхней панели. Я вижу. Можно ли... И вот коллеги спрашивают какими-то конкретными, может быть, рекомендации по методическим пособиям, в которых представлены конкретные задания. Мы здесь уже с коллегами общались, это может быть и по свод-анализу, какие-то примеры. Я еще раз говорю, что я понимаю потребности наших директоров, потому что очной сессии у нас не было, курсы проводятся у нас дистанционные, и они начнутся только у нас вот в конце июня, поэтому здесь мы очень благодарны, что вы это представляете. Поэтому, конечно, коллеги, мы тоже представим эту информацию. Есть разработки, поэтому, коллеги, институт тоже подключается и направит вам информацию. Раил Римович, наверное, мы так ответим. И второй вопрос, да. Постараюсь ответить. Да. Я просто доведу свою презентацию уже до конца, здесь немного осталось. Это что вы узнали, потом вот что вы не поняли, если вдруг это... Вот, да, понятно. Какие-то вот непонятные вещи готов ответить. Ну и, соответственно, вот третье было, что хотите еще узнать. Ну, коллеги немного вот опередили меня, поэтому уже и спрашивают. Да, отлично, да. Хорошо. Я завершу, но хотел сказать, может быть, мы поступим следующим образом. Следующее. Может быть, мы вместе что-то вот, как говорит молодежь, замутим, да, формируем какой-то вот документ, может, методичку, что-то еще. Я представлю свой материал, вы обозначите вот какие-то свои проблемы, да, ну, какие-то задачи актуальные, да. То есть я же в расстоянии не смогу так сразу вот понять, да. А потом мы это делаем, этот продукт, и вы как бы своим директорам отправляете. Это будет... Да, конечно, Раил Римович. Уважаемые коллеги, я хочу напомнить, что в прошлом году Институт развития и образования, а именно Мария Анатольевна, разработала методические рекомендации для директоров. Мы просим обязательно с ними тоже ознакомиться. И, Раил Римович, конечно, принимаем ваше профессиональное предложение. Я думаю, что, конечно, да, принимается, и конкретные разработки возможно. Я очень надеюсь, что у нас получится очень важный профессиональный продукт для наших коллег. Уважаемые коллеги, мы сегодня завершаем первый день международного методического семинара.
Завтра мы начинаем с вами работать в 14:00. Я благодарю всех, кто в течение 5 до 6 часов был вместе с Коммерческо-Американским институтом развития и образования. У нас продолжает работать интерактивная панель, где вы можете обозначать свои вопросы для всех экспертов. Также мы работаем в рамках и наших будущих площадок. Вы можете уже на опережение задать вопросы экспертам на основании наименования наших площадок. Поэтому, уважаемые коллеги, продолжаем интенсивно работать. Это только начало нашего профессионального погружения. Поэтому наш институт желает вам сегодня доброго вечера и ждем встречи завтра. Спасибо, уважаемые коллеги. До новых встреч.